Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия, и мы делаем расклад на тему, каким он видит наше совместное будущее. Посмотрим, есть ли это будущее или нет, как он его себе представляет, что у него сейчас вообще с ним происходит. В общем, разберем мужчину по полочкам и посмотрим, что он вообще, как он вообще себя ощущает, представляет, что он думает, планирует и так далее. В общем, посмотрим. Посмотрю, какие карты выпадут, и потом покручу. Перед вами, как обычно, 3 варианта. Первый, второй или третий. Выбираете свой. А я пока перехожу к первому и напоминаю, что новинки, как обычно, в описании. Обратите, пожалуйста, внимание и переходите по тайм-коду. Ну что, дорогие единички, смотрим вас. И каким он видит будущее ваших отношений. Начнем с того, что посмотрим его состояние, как он себя чувствует в этих отношениях. Ну, я бы сказала, что довольно-таки, вы знаете, он уже привык к этим отношениям. Эти отношения для него уже как некая такая прочитанная книга, иногда даже скучная, иногда даже привычно, никаких всплесков, никакой новизны. Ну вот такие будничные, спокойные отношения и, самое главное, понятные. Иногда, конечно, бывает, что вы можете конфликтовать, можете мериться достоинством, можете там друг другу не уступать, но это больше на почве бытовых каких-то вопросов, нежели что-то прям, какая-то некая конкуренция прям великая. Нет, он воспринимает отношения уже как должное, такие обычные, уже понятные отношения для него. Как отношения складываются сейчас на данный момент? Ну, я бы сказала, что они идут, плывут по потоку. Вот как все идет, так все идет. Что самое интересное? У нас тут выпадает 2 туза. Туз пентаклей и туз кубков. Что говорит нам о том, что в принципе эмоционально и материально здесь сейчас какой-то новый виток в отношениях, новый какой-то поворот в отношениях. Вот раньше была вот такой, не могу сказать, что прям болото-болото, но такое состояние, когда, знаете, люди друг другу доверяют, и они как бы не делают уже никаких усилий, не предпринимают никаких действий для того, чтобы отношения прям развивались. Они просто плывут по потоку. Вот как все идет, так все идет. То есть раньше, если в начале отношений это была перчинка, это была какая-то новизна, это было что-то интересное, где-то даже опасное, горячее, да, то сейчас уже нет. Просто плывете в потоке этих отношений так, как они идут. Но дальше у нас уже на данный момент сейчас новая энергия поступает в отношения, какая-то новизна, она появляется. 2 туза. То есть прям я бы сказала, что достаточно сильная энергия. Давайте уточним на другой колоде. Интересно, смотрите, 3 старших аркана выпали. Я уточнила, куда все-таки плывут эти отношения, в какую сторону, куда движутся. И вы знаете, в сторону, когда в отношениях есть разделение, когда в отношениях между партнерами есть некое расстояние. Один партнер ведущий, другой партнер ведомый. И тот, кто ведущий, тот, кто ведомый, они плывут по течению, но каждый в своем направлении, каждый в своем течении. Вот тут такое подвешенное непонятное состояние. Мужчина, скорее всего, будет выполнять свои какие-то функции, именно мужские, но не более. И будет дальше отворачиваться и заниматься именно теми своими эгоистичными делами, направленными именно на его личное удовлетворение, на его личные интересы.
Но не более. А вы, дамы, смотрите, можете, конечно, переживать, можете, конечно, погружаться тоже в какие-то свои дела. С одной стороны, да, это достаточно комфортно и гармонично и ему, и вам. А с другой стороны, начинает появляться уже такое внутреннее одиночество и понимание, что между партнерами может создаваться уже пропасть непонимания, и когда вот люди, партнеры друг друга не слышат и не понимают, пытаются достучаться друг до друга, но пока что безрезультатно. Нет пока результата со знаком плюс. Так, я бы так сказала. Дальше посмотрим, как он видит развитие ваших отношений в будущем. Давайте я тут тоже вытяну допу все-таки. Ох, это у нас колода немного такая эротичная, я ее прикрою. Вот вы знаете, вот здесь мужчина может вам сказать, и пахнет тут какой-то плохой новостью с его стороны. Не знаю, что это может быть. Это может быть какая-то ссора. Или он вам скажет, что его не устраивает. Может быть лукавство и обман. И зачастую это так и происходит. Манара нам здесь ничего хорошего пока не сулит. Недопонимание и обманы. Он будет говорить одно, на самом деле будет другое, что-то будет выжидать. Но, опять же, смотрите, тут король мечей выпал, и здесь тоже король воздуха, тоже мечи. То есть мужчина будет давить на своем, тянуть свою лямку, тянуть одеяло на себя, требовать и демонстрировать, и транслировать, что вот все его действия, все его поступки направлены, опять же, лишь на удовлетворение его желаний, потребностей, каких-то планов, не знаю, вот всего, что только угодно. И пока что я не вижу прям какого-то большого позитива. Нет, тут, конечно, движение идет, с его стороны отношения развиваются, но именно в его, это некий такой эгоизм, в его личную сторону. И далее потом, смотрите, в отношениях может появиться совсем абсолютно такой холодок, пустота. Знаете, вообще это некое такое болото. У нас выпадает пятерка земли. Вот, не знаю, видите ли вы, не видите, что под землей два котика прячутся и пытаются поделить одну единственную уже рыбку маленькую между собой, чтобы как-то напитаться, наесть. То есть в отношениях появляется вот какое-то недопонимание. Опять же, вот это самая пустота, когда вот нет такой наполненности, нет сил, нет энергии, чтобы сами вот эти отношения, они росли, развивались и переходили в некое другое русло. Наоборот, они сейчас уходят вниз, в минус. Еще и Манара нам, опять же, ничего хорошего не предвещает. Давайте посмотрим, какой он видит вас в этих отношениях. Опять десяточка жезлов. И вот вы знаете, я бы сказала, что да, вы для него, конечно же, некая такая находка. Вот я бы сказала, здесь... Дамы мои дорогие, смотрите, чтобы не запахло изменой. Он вас видит уже, вот что он вас держит в руках. Вот вы у него уже есть. С вами есть уже такие, как я уже и сказала, да, и вот здесь его состояние в ваших отношениях. И ваше состояние, он видит такую скуку, бытовые такие какие-то вопросы, никаких новых впечатлений, никаких новых переживаний. Но вот все как идет, так и идет. То есть вы уже тот приз или то завоевание, которое он уже получил.
И вот он получил, успокоился, это все его, все. И дальше, смотрите, я уточнила дьявола и уточняла десяточку жезлов. И тут у нас выпала дама пентаклей. И тут сила. Вот здесь, смотрите, вполне себе возможно, что может появиться некая дамочка, которая его может к себе перетягивать. Да, мы в этом пункте смотрим, конечно же, какой он видит вас. Как я уже сказала, да, тут есть некий такой соблазн с вашей стороны, но и некая такая скука, бытовуха, она здесь тоже присутствует. И понимание того, что вы его, уже тоже есть. То есть он вас завоевал, уже к себе заполучил, хочет двигаться дальше и развиваться, потому что вот, ну вот нет драйва в отношениях, нет какой-то динамики, нет какой-то активности, а вот хочется. Раньше, скорее всего, было вот так, дьявол, вот такая соблазнительница. А сейчас, судя по всему, нет. Почему? Потому что уже все завоевано, уже все понятно, и уже он может смотреть уже в другую сторону. И вот здесь по Солнцу, да, как сейчас у вас развиваются отношения, как раз-таки Солнце намекает нам на то, что он движется уже в новом каком-то направлении. То есть уже может посматривать. Дальше давайте посмотрим, что его устраивает в отношениях. Ну, еще бы. Ну, так. Устраивает то, что у него есть своя зона комфорта, у него есть какое-то свое пространство, куда вы не лезете и куда он вам не разрешает проникать, куда он вас не пускает. У него вот он как-то какую-то свою часть жизни или часть своих переживаний, либо часть своих занятий он закрывает и идет, занимается своими делами. И опять же, смотрите, тут троечка пентаклей. Да, конечно, здесь все-таки пентакли. Это все больше труд, да, и мастерство, но опять же это троечка. Опять же нам такой тоненький намек на некое другое присутствие в отношениях. Ему хорошо, его устраивает то, что он может заниматься своими делами, может не отчитываться перед вами, где он был, с кем провел время, как провел время, куда ездили, что говорили. В общем, здесь вот такое легкое времяпрепровождение. Вот ему нравится вот это в ваших отношениях, что вы его сильно не контролируете, что вы его сильно не ограничиваете в каких-то его движениях, в каких-то его решениях и так далее. Сейчас посмотрим, давайте, что не устраивает. Вот я бы сказала, что скука, будни, вот эти вот будни, скука его не устраивает. Ему нужно... Вот он отворачивается, видите, от каких-то домашних бытовых дел. Ему хочется большего. Вот прям он вспоминает что-то, но вот его это не устраивает, и он держит кубок уже в руках другой. Это вот хождение по кругу непонятное, постоянно какие-то... Ой. А вы смотрите, дамы дорогие, вот обратите, пожалуйста, внимание, он у нас тут собственник, мужчина. Конечно, он может заниматься своими делами, своими какими-то друзьями, я не знаю, а вы нет, вы не можете. Вы должны сидеть дома. Да-да-да, у вас нет какого-то большого, судя по картам, права вето на это дело. Вот он может закрываться, гулять, заниматься своими делами, а вы нет. Вот это бы вас не устроило, его бы не устраивало. Если бы вы ему сказали, что извини, дорогой, у меня есть своя жизнь, ты занимаешься своими делами, я занимаюсь своими, вот и пожалуйста. Нет, так вот тут в его случае здесь так не пройдет. Вот это его не устраивает. Вот если вы хотите как-то более или менее наладить отношения, вот тут как раз-таки надо ему показать, что вы можете заниматься своей жизнью, что вам
девушка увлекающаяся и готова начать какие-то новые увлечения, готовы к новизне, к чему-то новому, и примите это с распростертыми объятиями, что вы прекрасно можете заниматься какими-то своими увлечениями и не контролировать его процесс. Вот когда он видит, что поводок ослаб, что вы уже не так сильно обращаете внимание, что вы уже не так сильно тратите там его нервы постоянно, там что-то ему говоря на тему, что какого-то развития ваших отношений, да, не делайте, не акцентируйте свое внимание, занимайтесь своими делами, он таки обратит внимание и скажет: нет, так не пойдет, я единственный в ее жизни и должен остаться единственным в жизни. И тут может включиться вот этот вот мужской эгоизм и собственничество чувства, и он переключится. И как он будет себя вести, давайте посмотрим. В связи с со всеми ранними мною сказанными словами. Рыцарь кубков, суд и жрица. Но вы знаете, он вернется, конечно же. Хвостиком уже так сильно он махать не будет, все равно будет повернут к вам, придет к вам с какими-то своими признаниями, с какими-то своими чувствами, скажет: люблю, не могу, я был неправ и так далее и тому подобное. Вот тут какое-то некое возрождение и возвращение к некому прошлому, но вот где была любовь, где были какие-то чувства, взаимопонимания, то есть не даст он вам заниматься своими делами. Но как бы то ни было, когда все это наладится в его поведении, опять вы заметите, что он может задумываться, опять отгораживаться, опять смотреть на сторону, опять заниматься своими делами. То есть руку на пульсе мужчина держать будет, выпускать вас из поля зрения он не будет, не даст вам спокойно как-то, знаете, переключиться, например, на какую-то вашу другую личную жизнь, где его нет. Такого тут не будет. Так что, мои дорогие, вот такой получился расклад для единичек. Не знаю, нравится, не нравится ли вам такой формат, когда именно я достаю дополнительные карты и раскручиваю, или вот как обычно просто четкий конкретный ответ на вопрос. Один вопрос, один ответ. Либо вот так, когда можно раскрутить что-то. В общем, жду от вас обратной связи, нравится, не нравится. И желаю вам, конечно, самое главное — здоровья, любви, процветания, терпения. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Перехожу к двоечкам. Ну что, двоечки дорогие, смотрим вас. И каким он видит будущее ваших отношений. Давайте посмотрим сначала его состояние, его сигнификатор на данный момент. Мужчина находится в состоянии выбора и некого разрушения старого. И, кстати говоря, и этот самый выбор, перед которым он стоял, или решение, которое он не мог принять, оно может уже уходить, оно может уже разрушаться. Но дальше у нас идет, опять же, у него начинаются внутренние какие-то конфликты, метания, шатания. То есть все равно, да, вот тут выбор, он может уходить, вот эти вот качели какие-то его непонятные туда-сюда, они могут уходить, но болезненно. Болезненно, мужчина все равно будет нервный, мужчина все равно будет агрессивный, мужчина все равно будет, я бы сказала, даже неадекватно может реагировать на какие-то ваши слова, действия или вообще на те отношения, которые сейчас между вами складываются. Мужчина может быть агрессором и разрушать еще и все ваши, например, какие-то инициативы, все ваши какие-то слова, какие-то действия, предложения и так далее. То есть может все отрицать и воспринимать все в штыки. В общем, такое достаточно непростое сейчас у мужчины состояние, очень сложное, очень внутри такое вот прям болезненное. Дальше давайте посмотрим, как сейчас на самом деле складываются ваши отношения. Отношения очень ограничены, отношения конфликтные, отношения наполненные какими-то страхами, переживаниями, сомнениями, метаниями, терзаниями. Да, желание сейчас уйти, начать все сначала, либо как-то вообще уйти от этого конфликта, кризиса, стресса, но
Пока я думаю, что это невозможно. Пока, потому что, да, не видите, куда вы нужно двигаться. Вроде как двигаетесь, но вот закрытыми глазами, как бы на ощупь. К чему все это приведет, куда ведут сейчас ваши отношения, вы не понимаете, не осознаете, что делать с ними тоже здесь нет особого понимания. Причем у обоих. Давайте уточним еще на Монаре. Опять 3 старших аркана. Сложный сейчас период у вас в отношениях, состояние выбора, состояние, когда между вами идет стена недопонимания, когда между вами есть такая пропасть, которая не дает вам услышать, понять, слушать друг друга. Причем сложно и вам, и ему. Причем хочется, желается и мечтается преодолеть все эти препятствия, как-то вот уйти от этих всех сложностей и вам, и ему, но пока это просто-напросто невозможно. Внутреннее конфликтное состояние. Смотрите, и на котиках выпала сила, и на Монаре выпала карта сила. То есть, но тут они немного разнятся. Вот здесь котик маленький, он укротил льва. Давайте я, наверное, двину вот так карту, да, чтобы вы видели. А Монара здесь как будто объять необъятное, когда ты не можешь укротить то, что у тебя уже есть, достать то, что ты хочешь. И вот, конфликтные такие внутренние и внешние состояния, тем более, что мы видим, что мужчина достаточно агрессивный, нервный, и вообще такой, я бы даже сказала, где-то озлобленный. Вот здесь состояние отношений на данный момент Монара нам тоже продублировала карты, которые выпали на котиках, и показала, что очень все сложно. Еще нет понимания, нет возможности дотянуться, услышать и понять друг друга. Такая пропасть между людьми. Дальше, как он видит, как будут развиваться отношения. Вы знаете, вот здесь опять же двояко. С одной стороны, я бы сказала, что мужчина нацелен на реализацию каких-то своих личных планов и стремлений, которые он уже заложил, и он прям над ними чахнет, как курица на сетка, и ждет, когда же они взрастут. И надеется на то, что все его вот эти планы, стремления и надежды, они дадут ему возможность возродиться, дадут ему возможность начать все сначала и перейти в некий другой новый уровень. Вот тут у него сильна надежда на то, что образуется некая стабильность в его жизни, но опять же тут непонятно, я уточнила, но опять же непонятно, как он видит отношения. Вот ощущение складывается от карт, что он все-таки видит, что он будет один, какой-то свой проект, какой-то свой бизнес или свою мечту он будет воплощать один и надеется, что это все воплотится. Почему-то он видит только лишь себя. Такой эгоист у нас вообще-то, судя по картам. Да, он надеется на какие-то результаты, которых он ждет. Он уже вложил туда силу, вложил туда энергию, может быть, даже вложил деньги. Не знаю, что там еще можно вложить в его проект. И как бы он теперь в состоянии некого ожидания, что вот в его жизнь ворвется то, что он хочет. Вот он очень сильно надеется, прям ждет и делает ставку только на себя и на свой проект. Все, даже вот я не вижу никакой личной жизни здесь у него. Единственное, что может быть, что тут ему может проскакивать, это то, что вы просто-напросто будете относиться к этому делу с пониманием. И то вас тут я вообще не вижу в этих картах на будущее ваших отношений. Почему? Потому что, видимо, сейчас у него вот такое состояние раздрайва и разрушения агрессивное, когда он вообще, вот его все раздражает, все злит, и каждый, кто рядом, его раздражает и злит. Поэтому, скорее всего, карта нам сейчас на данный момент показывает, что в будущем он видит только себя одного пока. Давайте дальше посмотрим. Давайте посмотрим, какой он видит у вас в этих отношениях. Опять же, смотрите, с одной стороны, я бы сказала, что
Он видит, что вы такая дама слабая. Слабая, что вы не дадите ему какой-то отворот-поворот, не сможете сказать ему слово поперек, но пытаетесь найти на него право, но я так понимаю, что не находите. Это первое. Второе, что еще может он, как он может вас видеть, это то, что вы, во-первых, от него закрылись, отгородились, вообще спрятались, не показываетесь ему. То есть между вами стена, вот о которой я говорила, вот она. И вы за той стенкой, он не может, он не видит вас, не слышит и не понимает. И дальше он видит, что вы находитесь в неком таком поиске, тоже нацеленном на себя лично. Еще что может быть? Еще может быть то, что он видит, что вы в поиске некого другого мужчины, к примеру, потому что у нас тут карта император, да, вышла, на то, какой он видит вас. Вот и такое тоже может быть еще и рядом с отшельником. Да, это поиск больше внутренний, но все же поиск. Можно еще и искать некого другого мужчину. Давайте уточним на Манаре. Ну, да, как я уже и сказала, то есть он видит вас самодостаточно, он видит вас человеком, который занят лично своими делами, ему тоже не, вам тоже не до него абсолютно, то есть вы друг от друга совсем отвернуты. Да, иногда вы можете как-то более благосклонно к нему относиться, что-то где-то ему помогать, подсказывать его, направлять, может как-то его поддержать, но не более. Тут есть какая-то привязанность, конечно, между вами сильная, то, что вас держит. Но, скорее всего, это привязанность больше материального плана. И знаете, когда, если люди давно вместе, то тут, конечно, привычка, она играет как бы большую роль. То есть люди друг к другу настолько привыкли, что решиться на какой-то важный шаг в жизни, да, например, на расставание, на какой-то, либо на какой-то разговор, на выяснение отношений, это нужно еще иметь силу воли, характер и мужество. Также, смотрите, он видит, что вы полностью переключились на свою жизнь, вы полностью пытаетесь управлять лично своей жизнью. Еще что тут можно сказать, что вы можете давить на него через и пытаться им управлять, кукловодить, но, судя по всему, он на это все дело смотрит так вот свысока, типа ее потуги, то есть ваши, они не приносят результата, то есть он себя считает таким достаточно самоуверенным и самодостаточным мужчиной, то есть независящим от вас, таким очень независимым. Что его устраивает в этих отношениях? Ну, во-первых, что это отношения, конечно же, давнишние, отношения свободные, отношения, в которых вы ему всячески показываете, рассказываете, что он мужчина, что он добытчик, что вот вы как бы подчеркиваете его эго. Эго тут большое, у нас выпала карта маг, выпала. Что его, это я подчеркиваю, что его устраивает. То есть его эго вот, в ваших отношениях, оно как бы подпитывается, оно как бы возрастает. И он видит себя таким очень мудрым, очень самодостаточным, очень сильным, волевым, то есть хозяином жизни, хозяином отношений. Он принимает решения сам, он такой вот, никто ему не авторитет, вот я такой прекрасный, распрекрасный, еще и мудрый, еще и умный, социально адаптированный, социально активный, занимающий какой-то еще и пост, скорее всего, или там у него есть какая-то социальная ступень, он стоит на социальной ступени, достаточно такой, в его глазах, достаточно успешный, богатый, такой самодостаточный, прибыльно и так далее и тому подобное. В общем, тут и шестерка жезлов, тут эго абсолютное. Это такой победитель в своих глазах и в глазах вообще общественности и социума. Еще и маг. Это абсолютная вообще-то карта эго в первой позиции. Тут она стопроцентная. Еще и смотрите, да, тут котик прям медитирует, еще и с трубкой. В общем-то, все у него прекрасно, распрекрасно. Ну, да, жрец, он немного, конечно, смягчает, но опять же, это все равно такая самодостаточность, самоуверенность, эгоизм, эгоцентризм такой прям кричащий.
Так, а что не устраивает? Смотрите. Во-первых, конечно, ему хочется свободы. Ему хочется все вот эти блага мирские, земные, материального характера, ему хочется увеличить, ему хочется как-то улучшить свое состояние. И смотрите, то есть его не устраивает, да, что ему все мало, хочет больше, хочет перешагнуть за какую-то дверь, перешагнуть некий порог, чтобы получить там что-то больше, и на что он рассчитывает. Но смотрите, здесь еще есть и страх. То есть я бы сказала, что вот опять тут не видит он именно совместного будущего. Почему? Но перешагнуть за вот эту грань, сказать, что ну вот больше нас ничего не держит, там, или отношения разрушаются, или давай что-то поменяем, чтобы как-то наладить отношения. Сейчас у него нет на это ни сил, ни энергии, потому что он занят материальными какими-то своими благами, проектами и так далее и тому подобное. Вот пока нет у него ни сил, ни энергии перешагнуть этот порог, хотя понимает, что сложности есть, что то, как было, вот как было, и вот как сейчас на данный момент уже вот, ну, это сложно, это больно, это нелегко, и нужно что-то решать. Но, опять же, он сидит. Я не вижу тут активных никаких действий, по крайней мере, по картам, по этим. И это его, конечно же, не устраивает. Вот эта стагнация, вот это некое такое болото, которое мы видели вот тут в предыдущих картах, да, я вам показывала пятерочку земли. То есть вот как раз его вот это не устраивает, и вот это все подчеркивает. То есть будущее, которое он видит с вами, его на данный момент не устраивает. Хочется перемен, хочется жить богаче, хочется жить сыто, хочется жить вот так вот вальяжно, но и чтобы еще и отношения наладились, нам нужно же сделать какой-то рывок, какое-то движение, которого пока он не делает. И давайте посмотрим, как он будет себя вести, сделает ли он этот самый рывок. А вы знаете, в ближайшее время, я думаю, что он будет пытаться что-то делать, по крайней мере, удерживать отношения в том состоянии, в котором они сейчас есть, он будет. То есть никаких активных действий я тут не вижу. Будет пытаться найти выход из положения, как-то что-то где-то улучшить. И, скорее всего, ну вот, что-то у него да будет получаться, какой-то результат он будет получать. Но этот результат заставит его задуматься, куда ему дальше двигаться, куда ему дальше идти. То есть человек станет перед таким неким выбором. И причем этот выбор станет перед вами обоими. У нас тут карта влюбленные, и два котика танцуют совместно этот танец, да, как хочется сказать, танго. Танго танцует вдвоем, так и у вас. Но здесь вот все равно какой-то новый путь, какая-то новая жизнь, она начинается. Но, опять же, все-таки я думаю, что вместе с девяточкой кубков отношения должны более-менее выйти на некий новый уровень. Да, там он не видит будущего, но вот здесь может вам что-то предложить в поведении, будет у него это проскальзывать, что можно что-то наладить, можно как-то что-то исправить и начать все сначала. У нас вот в этой колоде влюбленные, они говорят о том, что пара, она совместно находит новый путь для дальнейшего развития, но какое-то развитие будет, это уже другой вопрос, потому что развиваться можно совместно и несмотря на трудности, продолжать строить отношения, да, выходить из кризиса, а можно совместно согласиться с тем, что будущего нет, и идти к разрешению вопроса, да, именно на расхождение, на перекресток.
Ну вот, доп-карта, карта шут, которая говорит о том, что да, какое-то новое начало, но будет. На какое новое начало? К чему придете? Четверка жезлов. Ну, я думаю, что к чему-то позитивному для вас и для него. Не буду больше никакие карты тянуть. Можем там дальше еще посмотрим расклад. Ну, через какое-то время, через месяц, к примеру. Не знаю, двочки, пишите, пожалуйста, комментарии, устраивает вам, вот когда я именно раскручиваю, кручу, вытаскиваю дополнительные карты, может быть, нет, и не стоит так делать, и вы не понимаете слишком много информации. В общем, жду от вас обратной связи и, конечно, желаю вам здоровья, любви, взаимопонимания, терпения. Любите, берегите, балуйте, цените себя и своих близких. С вами была Астарта Сантия. Пожалуйста, всех благодарю, что были со мной. И подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Перехожу к троечкам. Ну что, троечки дорогие, смотрим ваш расклад. Сейчас микрофон. Угу. И какое будущее он видит у ваших отношений. Так, давайте посмотрим сначала его состояние в этих отношениях, как он себя в них чувствует. Я бы сказала, вы знаете, ему комфортно, ему хорошо, он в этих отношениях чувствует себя довольно-таки гармонично, довольно-таки так вальяжно, его, в принципе, все устраивает. И его любят, его ценят, его превозносят. У него есть возможность заниматься своими делами, возможность зарабатывать, возможность как-то устраивать быт, проявлять себя как мужчина, как творца. У него есть возможность заниматься какими-то своими делами, его никто не туркает, не турзвучит. И к его всем делам, каким-то его предприятиям относится к пониманию. Всегда. То есть мужчина тут чувствует себя довольно-таки удобно, комфортно, как я уже сказала, и очень даже хорошо, и все его эго мужское, его мужское самолюбие, оно всегда подпитывается, оно всегда подчеркивается. В общем-то, он доволен своим положением. На данный момент как складываются отношения? Да, в принципе, я бы сказала, все прекрасно. Люди друг друга слышат, люди друг друга понимают. Мужчина в этих отношениях ведущий. Он обеспечивает, он контролирует, он защищает. Он такой активный творец. Здесь есть и огонек в отношениях, и страсть в отношениях, и мужчина еще и чувствует себя, в общем-то, полностью хозяином положения, хозяином в отношениях. В общем, вот расклад прям не подкопаться, честно говоря. И тут такой стабильный уклад в отношениях, ну, довольство. По крайней мере, на данный момент. Как он видит, как будут развиваться отношения в будущем. Вот вы знаете, здесь, во-первых, выпало две королевы. Королева мечей, королева жезлов. Вот. И в центре у нас карта шут. Дополнительная карта у нас карта мир, карта жрец и карта девяточка кубков. Вот, дорогие мои, ну, во-первых, давайте сначала, тут опять будет несколько трактовочек, гадания онлайн. Во-первых, он видит, что отношения будут такими достаточно твердыми, достаточно такими жесткими, нерушимыми, такими, которые сложно сломать, сложно сломить, и в то же время он видит, что отношения, они будут расти, они будут развиваться, они будут куда-то идти. В общем-то, они будут идти вперед, в будущее, конечно, с помощью вас, дорогие дамы. Вот здесь вы выступаете дамой довольно мудрой, довольно сильной, волевой, дамой очень такой самодостаточной, самостоятельной, очень доброй, очень ласковой, очень заботливой, дамой, которая всегда поможет, всегда подскажет, которая всегда подстрахует, которая всегда будет опорой, которая всегда будет мужа поддержкой, которая даст ему возможность расти, даст ему возможность развиваться, которая всегда будет, грубо говоря, на подхвате. Это первое. И второе – это вопрос детей. Если в вашей паре еще детей нет, то он планирует, что дети будут.
Если в вашей паре дети есть, то тут все равно мужчина просто-напросто у него сложилась картинка, что в паре, в семье должны быть, конечно, дети как продолжение рода, как развитие. Ну, вообще это, в общем-то, нормальная ситуация в каждой паре, в каждой семье, да. И смотрите, что еще. Если здесь проблема с детьми, если тут с детьми не получается или там долго не получается какой-то период, то мужчина все равно надеется, что в скором времени все это получится. И что вы, дорогие дамы, станете матерью, что вы будете заняты домом, бытом, семьей, детьми, в общем-то, супружескими всеми своими обязанностями, делами, что вы будете именно женой. То есть тут какой-то новый виток однозначно в отношениях, он будет через рождение либо детей, либо через рождение нового этапа, вот совершенно нового этапа с помощью вас, дорогие мои дамы. Вы будете любить, вы будете ценить, вы будете подчеркивать достоинство мужчины. В общем, ждет от вас именно какого-то толчка или какой-то инициативы именно вот в плане женской поддержки, женской мудрости, женской хитрости, женской твердости, женского такого ума, гибкости, ласки, любви. И, конечно, тут еще и страсть, тут еще состояние любовницы, матери, жены, девочки, старухи. В общем-то, вот эти все состояния, которые женщина обычно проживает, он ждет, ну, не откровенно, как я говорю, да, но вот ожидание таких вот этих черт именно характера, именно проявлений вот этих вот всех архетипов женщины, он, конечно, ждет в вашем лице. Давайте посмотрим, какой он видит вас в этих отношениях. Вас видит партнером, с которым он будет строить дальше дальнейшую свою жизнь, ну, совместную дорогу куда-то в будущее. Есть надежда, есть росток, который уже в принципе посажен. Видимо, тут уже есть какие-то договоренности, которые он ждет, что они реализуются, что они исполнятся, что они возрастятся, не без вашей, конечно, дорогие дамы, помощи. То есть здесь от вас тоже очень много зависит, и он надеется на вас, на вашу поддержку, на вашу заботу, на ваше взаимопонимание. То есть ждет такого гармоничного, спокойного, но развития, движения вперед совместно с вами. И вас видит именно своим партнером, который будет всегда рядом. В какой бы период жизни у него ни был, будь то какая-то стагнация, проседание, будь то некая активность в его деятельности, в общем-то, именно вот партнером в полном смысле этого слова. Давайте посмотрим, что его в этих отношениях устраивает. В принципе, расклад хороший, но так как я у всех смотрела эти пункты, давайте вас не обделим, просто для любопытства посмотрим, что его устраивает в отношениях. Ну, во-первых, конечно, вы, дорогие мои дамы, вы способствуете тому, что ему в отношениях интересно. Здесь, знаете, если поссорились, если бурно поссорились, то бурно помирились. Если бурно помирились, то бурно поссорились. То есть вы такая девушка, такая дама, с которой не скучно, которая всегда вот в каком-то таком драйве, которая всегда мужчину так подденет, так вот укольнет, что жизнь ему будет казаться в таких ярких красках. То есть вы можете синтезировать и вот эту мудрость, и спокойствие, и гармонию, и в то же время вы можете быть таким раздражителем и агрессором, то есть выводить его на какие-то эмоции, на какие-то переживания именно и двигать вперед. У вас вот эта грань шаткая, она у вас есть, вы можете быть разной и мудрой, спокойной, и такой достаточно агрессивной воительницей.
Вот поэтому тут, скорее всего, выпадет 2 дамы. Я не вижу тут намека вообще на треугольник в этом раскладе. Тут, скорее всего, вы 2 ваших ипостаси такие. Властная женщина, умная и требовательная, такая вот очень жесткая, твердая. Здесь более ласковая, более огненная, более страстная, более такая понимающая, умная, мудрая, может быть, даже где-то и практик эзотерик, который занимается именно какими-то такими вещами эзотерическими, магическими, может быть, гадает на карте, на картах. И вот здесь он видит, что вы можете синтезировать в себе все вот эти ипостаси, все архетипы женские, которые есть. И вот ему с вами очень хорошо, интересно. Вот эта грань тонкая, на которой вы ходите, которую вы соблюдаете, конечно, его притягивает, потому что вы не каждый день вы разные. То есть это не болото унылое, которое постоянно изо дня в день одно и то же, что-то там ходит, бубнит. Нет, у вас каждый день настроение разное, лик ваш женский, он разный, подача ваша, она разная. Вот эта грань, она присутствует в вашей натуре. А дальше, что не устраивать в отношениях, что, над чем нужно подумать. Так, мои дорогие, вот уверена я, что тут вопрос детский, детей. Не устраивает его, не хватает ему детей. Если это все-таки гадание онлайн, давайте, ладно, несколько трактовок дам. Во-первых, конечно, как я уже сказала, это нет детей. Если здесь проблема, то ему сложно с этим смириться. Вот он очень хочет, очень желает, прям вот мечтает об этом, постоянно думает и строит свои планы только в том ключе, что вот обязательно чадо, оно появится. Обязательно, дорогие мои. Если такой проблемы нет, то здесь некоторая такая инфантильность, детскость, игривость, несерьезность, она тоже не устраивает. Капризность такая, эмоциональность, когда вот какие-то скандалы, истерики, какие-то претензии, какие-то... В общем, когда вы высказываете свое фи, но именно в таком без аргументов, без каких-то доказательств. В общем, именно вот такая инфантильность, детскость, несерьезность, когда вот именно капризность такая, вот его в отношениях не устраивает. И последний пункт. Давайте посмотрим, как он будет вести себя просто в ближайшее время, потому что, чтобы вас... Ну, мои дорогие... будет ждать, когда все его надежды, они оправдаются, когда все его планы, все его надежды, они взрастут. Вот смотрите, здесь, как интересно, как выпадает. 7 пентаклей. Тут посажено семя, и оно уже взросло, и просто котик сидит, не отходит, он его охраняет, он за ним следит, чтобы оно взросло и дало свои плоды. Дальше идет у нас король пентаклей, то есть он ждет, когда он получит свой результат. Это может быть и материальный результат вот здесь, и также, конечно же, если это касается отцов и детей, то ждет, что все-таки ребенок он появится. Ну и будет, конечно же, обеспечивать, будет настаивать на каких-то своих правах, конечно же, будет всячески удовлетворять какие-то земные вопросы в паре, в партнерстве, в семье, да, обеспечивать, одаривать, кому-то помогать. Это такая вот стойкость, уверенность именно в материальном плане, когда тут никаких проблем, тут никаких нет страхов. То есть в будущее мы смотрим с уверенностью и спокойствием. И, конечно, здесь соблазн с его стороны, страсть, секс здесь прям говорящий. Об этом говорят. Ну и, конечно, опять же, по дьяволу материальный вопрос. Дьявол — сама материальная карта, поэтому деньгами он тут будет обеспечивать, пытаться. Даже не пытаться, а это все тут
будет хорошо. И, конечно, тут строить планы, стратегии, какие-то анализы с его стороны, он, конечно, будет. То есть мужчина такой, он все продумывает наперед, просчитывает каждый ход. Но опять же, дамы, как я уже и сказала, да, вопрос детей тут не отменяется. Мужчина об этом думает, мужчина этого хочет. Вот такой у нас сложился вариант для всех тех, кто выбрал цифру 3. Дорогие мои, я вам желаю всего самого наилучшего. Любви, здоровья, благополучия. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!